14 стран Ближнего Востока и Африки, прибывших в республику с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. В рамках визита гости посетили 100-метровую башню Согласия в Магасе, где смогли увидеть город Солнца с высоты птичьего полета. Ознакомились с научной лабораторией Ингушского государственного университета, где им презентовали новые разработки в сфере нефтяной промышленности, в том числе установку по производству терморасширенного графита и аппарата по получению сорбента из биологических отходов местного сырья. Вот мы сравнивали с аналогами отечественного и зарубежного производства, показатели намного выше. Сорбционная емкость, гидрофобность и так далее, вот эти показатели. Эти сорбенты используются для ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов и любых органических соединений, как с поверхности воды, водной поверхности, так и почвы. Поэтому их, конечно, это очень заинтересовало. То, что у них очень высокие показатели сорбционной емкости и плавучесть. То, что они, значит, выбирают в себя вот эти загрязнения, всевозможные органические загрязнения, и остаются на поверхности. И поэтому их можно с поверхности собирать, сделать отжим, использовать неоднократно. Вот это вот все сорбенты примерно такого класса, как отечественного, так и зарубежного производства, вот такими показателями, таких показателей нет.